На небольшом зеленом ковре хорошо видны поврежденные участки. Так выглядит поселение грызунов. Здесь тепло и сытно круглый год. Как раз сейчас подрастает озимый рапс. На него мыши уже повадились. Аграриям не до веселья. Нужно спасать будущий урожай. Полевки заполонили в основном плодородные земли Сунжинского и Малгобекского районов. Впрочем, на них они вряд ли остановятся. Озимый рапс в фазе 4-5 листа. Отросла хорошее состояние. Вот жаль, что тут нашествие мышевидных грызунов. На данном поле необходимо срочно проводить меры борьбы. Много здесь животных? Да, более 70 жилых нор на 1 гектаре. Мы предупреждали, отправляли сигнализационное сообщение, что идет постепенное нарастание мышевидных грызунов. При отрастании озимых культур то будет нашествие на озимые культуры, чтобы участки данные держали под контроль, при необходимости применяли меры борьбы. Сначала они съедают верхнюю часть посевов, потом принимаются за корни. Маленькие и милые грызуны могут нанести серьезный урон сельхозугодиям. На этих пятачках урожая уже не будет. Только за сутки корма они съедают в 2, а то и в 3 раза больше собственного веса. А еще мыши быстро плодятся. Сами по себе мышевидные грызуны – это многоядные вредители. Они вредят круглый год. Распространяются, размножаются, они очень быстрые и активны. Помет у них бывает каждые 2-3 месяца. И каждые 2-3 месяца каждый их детеныши через 2 месяца опять они могут плод принести. И представляете, насколько они быстро размножаются и насколько они активны. Как говорят специалисты, подобные нашествия грызунов уже происходили в регионе в феврале этого года и около 6 лет назад. За тысячелетнюю историю борьбы с грызунами человек в этом деле значительно преуспел. Если раньше от непрошенных полевок избавлялись с помощью яда, теперь на помощь приходит биологическое оружие. Впрочем, спасают сельхозугодия целым комплексом мер. Нужно севооборот соблюдать, чередование культур. На одно и то же поле нельзя сеять одну и ту же культуру. Нужно проводить вовремя обработки, нужно соблюдать сроки проведения обработки, нормы проведения обработки. Обязательно нужно проводить агротехнические мероприятия. В первую очередь необходимо химические и биологические препараты совмещать, проводить обработки. Уже вот мы стоим на данном поле, тут идет массовая численность данного вредителя. Вот обязательно необходимо проводить обработки химические и биологические. Теплая и умеренно влажная осень – идеальное время для роста популяции вредителей. Россельхозцентр их отслеживает и рекомендует местным аграриям уже начать обрабатывать свои угодья, чтобы спасти будущий урожай. Тамара Хшагульгова, Джамалил Султыгов, Новости 24.